соцсетях жители объявили настоящую спасательную операцию. Всех неравнодушных экстренно созвали на сход в Глотовский дом культуры. Важен каждый голос. Люди против, чтобы школа с вековой историей поменяла свой статус. Из средней общеобразовательной стала основной общей. Старшеклассников предлагается возить в Чернутьево. Там работает новая школа с интернатом. Дома дети будут появляться лишь на выходные. Они не хотят никуда ехать. Они все привыкли дома жить с родителями. Потом они будут ездить. Мы ведь там тоже не знаем, какие там эти условия. Там тоже ведь деревня, как и у нас. Все равно с родителями есть родители. Чужие это чужие, они уже не так будут, наверное, слушаться, тем более большие у нас. И все же сельские власти настаивают. Мнение сельчан будет учитываться. В районе даже создана специальная комиссия, которая займется решением судьбы Глотовской школы. Жители села, конечно, отрицательно не реагируют на все это. Дети же маленькие подрастают и есть. И у меня у самой 4 детей. И, например, я бы не хотела, чтобы закрыли 11-летку. Чтобы куда-то возить детей, отправлять. Да и многие против. Тем более у нас функционирует и СПК, и пожарная часть, и все молодые люди работают. У всех дети. На селе, мне кажется, очень надо, чтобы школу вообще не закрывали, конечно, 11-летку. Численность школьников сокращается по всему Удырскому району. Реорганизация в ближайшее время ждет не только Глотовскую школу. В поселке Чим планируют закрыть начальную школу, а младшие классы возить в соседний населенный пункт за 10 километров. Такое решение продиктовано экономическими сложностями. Учащихся в этой школе всего 6 человек, один единственный класс-комплект. И тоже есть возможность обучать их детей с перевозкой в Благоевскую среднюю общеобразовательную школу. Потому что эта школа занимает сейчас, значит, один класс занимает огромное здание средней школы бывшей, Чимской начальной. Все транспортные вопросы возьмут на себя образовательные учреждения, заверили нас в районной администрации. Если по Чимской школе вопрос уже решен окончательно, с 1 сентября юные школьники будут ездить на автобусе в Благоево, то по Глотово точки над «и» еще не расставлены. Впрочем, местные жители все равно готовы приводить новые аргументы в пользу сохранения 11-летки в своем селе. Виктория Палкина, телеканал Юрган, Удырский район.